Ситуация с коронавирусом принесла с собой не только неудобства режима самоизоляции. Закрытие предприятия оставило многих работающих, в лучшем случае, без заработной платы. В худшем люди вообще потеряли работу. В результате многие семьи оказались в весьма тяжелом положении. Особенно молодые, где уже есть дети, но еще нет финансовых накоплений. А таких большинство. Чтобы поддержать семьи с детьми, было принято решение о так называемых карантинных выплатах. К ним относятся пособия для семей с детьми до 3 лет. Им положены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Но необходимо помнить, данные выплаты являются временными. Они действуют лишь с апреля по июнь 2020 года. При этом, если родители не успеют подать заявление в этот период, то получить пособие можно будет и позднее, до 1 октября. В этом случае начисляется единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей получают семьи, где есть дети от 3 до 16 лет. Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Ежемесячные выплаты не учитываются в составе доходов семей при предоставлении этим лицам иных мер социальной поддержки. Родители вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат до 1 октября 2020 года. Условия получения карантинных пособий достаточно просты, но при этом могут возникнуть и определенные проблемы. Остановимся на некоторых из них. Отсутствие у ребенка свидетельства о рождении российского образца. Если у вашего ребенка украинское свидетельство о рождении и до 18 марта 2014 года вы постоянно не проживали на территории Республики Крым, то в таком случае вам необходимо обращаться лично в территориальный орган пенсионного фонда для оформления выплат. В иных случаях вы можете оформить онлайн через госуслуги. Ошибки при регистрации на портале госуслуги. Карантинные выплаты можно оформить дистанционно, не выходя из дома, через портал госуслуги. Вы можете подать заявление через сайт портала, однако обращаю внимание, что на сегодняшний день мобильное приложение госуслуги может работать некорректно. При заполнении данных о ребенке на госуслугах необходимо указывать номер актовой записи, а не серию и номер документа. Если возникли ошибки при заполнении СНИЛС ребенка, что необходимо сделать? Попробовать в учетной записи родителя на госуслуги добавить данные о своем ребенке. Между фамилией, именем и отчеством ребенка не ставить пробелы. Попробовать записать ребенка заглавными буквами. Если уже это не помогло, то необходимо обратиться непосредственно в пенсионный фонд, либо же на горячую линию. Как узнать свой расчетный счет? При подаче заявления в электронном виде необходимо указывать свой расчетный счет. Расчетный счет привязан к вашей карте, и это не 16-значный номер карты, который указан на ней, а именно расчетный счет, который начинается на цифру 408. Данный расчетный счет можно самостоятельно получить через мобильное приложение интернет-банкинга. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, наиболее распространенные ошибки возникают при заполнении заявлений такого рода, когда фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка записаны с ошибками некорректно. В случае указания расчетного счета указывается номер банковской карты, либо же заявитель указан один, а расчетный счет подается на другое лицо. Не запутайтесь в выплатах.
Все карантинные выплаты можно поделить на федеральные и региональные. Федеральные, в свою очередь, делятся на выплаты детям до 3 лет и выплаты детям с 3 до 16 лет. Региональные же делятся на выплаты детям до 3 лет, выплаты на каждого ребенка-инвалида и выплаты по 3000 на каждого ребенка одиноким матерям. Для того, чтобы не запутаться, какую именно из карантинных выплат детям до 3 лет оформлять в вашем случае, предлагаю рассмотреть следующие ситуации. Первое. Если же вы не оформили еще ни одну выплату детям до 3 лет, вам необходимо оформлять только федеральные. Если же вы уже подали заявление на получение региональной выплаты детям до 3 лет, то вы получите региональную. При этом нельзя одновременно получить обе выплаты. При подаче заявления онлайн родители экономят свое время, нет нужды сидеть в очереди к специалисту на прием, и все необходимые справки, например, справка о доходах семьи, либо же сертификат на материнский капитал, Пенсионный фонд и органы социальной защиты могут получать самостоятельно.